Вы смотрите итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях четверга, 21 октября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Начались продажи субсидированных авиабилетов для всех категорий граждан. В какую сумму обойдется перелет? Вместо детской песочницы растущая свалка. Жильцы частного сектора на окружном шоссе 4 в Якутске месяц воюют с управой строительного округа. Мы разбирались в проблеме. Для удобства и скорости современные технологии. Всероссийская перепись населения проходит в Нерюнгринском районе. Расскажем, как. В Алдане продолжается отборочный этап чемпионата WorldSkills Россия. На площадку выходят сварщики и автомеханики. В 2024 году в Якутии появится женская сборная по мини-футболу. В Ленске девочек только собирают в команду. Отдельной сборной пока нет. Девушки делят поле с парнями. Авиакомпания «Якутия» начала продавать субсидированные билеты в центральные города России. Пока по направлениям Якутск-Москва и Якутск-Санкт-Петербург. В какую сумму обойдется билет на самолет и планирует ли продолжать данную программу в следующем году? Подробности у Дмитрия Тымырова. В 11 часов 21 октября авиакомпания «Якутия» начала реализацию долгожданных субсидированных авиабилетов в Москву и Санкт-Петербург из Якутска и Нерюнгри. Тариф по маршрутам Якутск-Москва, Якутск-Санкт-Петербург одинаковый. Он составляет 9200 рублей без агентских сборов. Согласно правил, данными субсидий могут воспользоваться люди, которые имеют прописку. Поэтому приобретение билетов производится во всех агентствах населенных пунктов, городах, поселках, селах. В принципе, агентская сеть в республике представлена обширно, поэтому с данным вопросом проблем не предвидится. Постановление о субсидировании дальневосточных полетов было подписано 7 октября председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. И вот благодаря упорной работе региональных властей с федеральным центром Якутия попала в эту программу. Что касается авиакомпании «Аэрофлот», почему наш регион не попала в сетку субсидированных полетов компании, в региональном министерстве транспорта прокомментировали следующим образом. Компания «Аэрофлот» прерывала свое авиасообщение в аэропорт Якутска в связи с его реконструкцией. С 2019 года они не летали. Одним из условий и требований правил предоставления субсидий является, соответственно, соответствующий объем перевозок пассажиров из определенного аэропорта. И «Аэрофлот» не подавал заявку на аэропорт Якутска, а подал заявку там, где он традиционно в последнее время летал. Это Хабаровск, Магадан, Владивосток, Южно-Сахалинск. И, возможно, они подадутся в последующие периоды. Цена на субсидированные авиабилеты с учетом агентских сборов будет разной, исходя откуда вы его будете приобретать. Например, в кассах авиакомпании «Якутия» билет с учетом агентских сборов будет стоить 9900 рублей. Реализация таких билетов не осуществляется через интернет. Чтобы приобрести их, нужно обязательно посетить авиакассу, так как проверяется наличие дальневосточной прописки. Обязательно паспорт российский с пропиской. Если это загранпаспорт, то обязательно справка форма номер 8 из паспортного стола. Если свидетельство о рождении на ребенка, то тоже справка номер 8 из паспортного стола должна быть. И в итоге билеты через агентство сколько стоит субсидированный? На сегодняшний день Якутск и Питер по 10 200 рублей в одну сторону. По приобретенным билетам можно совершать полеты только с 21 октября до 30 ноября этого года. Это связано с реализацией программы субсидирования, так как авиаперевозчики в декабре уже должны отчитаться по итогам реализации программы. Между тем, жители и гости столицы хотят, чтобы данную программу распространили и на другие периоды года. Хотелось бы, чтобы были еще побольше субсидий, побольше скидок, чтобы субсидированные билеты продавались именно летом, чтобы именно отпускное время, это самый разгар лета, можно было ехать куда-нибудь. Чтобы она открыта была постоянно, и чтобы у людей была возможность летать в любое время, в то время, которое они хотят.
Что касается продления данной программы, то она будет продолжена и в следующем году. По словам министра транспорта Якутии Владимира Сивцева, федеральные власти на это уже предусмотрели финансирование. На следующий год данные средства уже в размере более 5 миллиардов рублей на субсидирование магистральных маршрутов для всех категорий дальневосточников предусмотрены уже в плановом порядке за счет ассигнований государственной программы Минтранса России. Соответственно, период продаж и перелетов субсидированных маршрутов он будет действовать на весь период январь-декабрь. Что касается этого периода, то авиакомпания «Якутия» планирует реализовать 7 тысяч билетов. Так что если у вас есть желание в ближайшее время посетить столицу страны или культурный Санкт-Петербург, то самое время приобрести субсидированные авиабилеты. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Идем далее. Суда на воздушных подушках будут курсировать по маршруту Якутск-Нижний Бестях до открытия первого автозимника. Так, первый зимник откроют ориентировочно в начале декабря по маршруту Хатасы-Павловск. По ледовой дороге смогут ездить автомобили с общей массой до 3 тонн. Что касается паромной переправы Якутск-Нижний Бестях, то ее работа продлится до 22 числа. Далее, исходя из погодных условий, движение паромов могут завершить или же продлить еще на несколько дней. Далее мы планируем продолжить паромные перевозки на маршруте Жатай-Техтюр с сопровождением ледокола. Сейчас занимаемся обустройством подъездных путей, расчетом и, соответственно, подготовкой к обустройству подъездных путей к селу Техтюр Мегино-Кангаласского улуса, чтобы там достаточно большая вода, и нам нужно перейти там протоки, соответственно. Сейчас изучаем, как это сделать. Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. По словам президента, сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. Правительству поручено определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в нерабочие дни, а главам субъектов – режим работы аналогичных региональных организаций. Также правительству и региональным властям поручено за счет средств соответствующих бюджетов оказать поддержку малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям, которые работают в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за пандемии и введения нерабочих дней в октябре-ноябре. Обращаю внимание коллег в регионах. Ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину. На сегодняшний день ситуация, в сегодняшней ситуации это опасно и безответственно. Реальная ситуация все равно видна по статистике. Дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома. Даже если дело не в проворот, как у нас в народе говорят. Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно. Сейчас эпидобстановки коронавирус продолжает достигать новых максимумов заражения в Якутии. На сегодня выявили 282 заражения, из них в Якутске 145. 14 заболевших в Усть-Алданском районе, 13 в Булунском, по 12 в Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах. 11 случаев ковид выявили в Намском районе, 8 в Чурапчинском, 7 в Татинском. Еще в 13 районах республики фиксируют от 2 до 6 заболевших. По решению районного оперштаба школьники Мирнинского района уходят на каникулы сегодня, а не с 1 ноября, как планировалось изначально. Из-за пандемии ученики не будут ходить на занятия 11 дней, а не 7, то есть за парты предположительно вернутся 7 ноября. На фоне растущего количества заболевших ковид власти района рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Сидеть дома не придется воспитанникам детских садов. Учреждения работают в штатном режиме. Это вынужденная мера, связанная с ростом заболеваний, поэтому Мирнинское районное управление образования рекомендует родителям, чтобы контролировали детей, чтобы дети меньше находились в местах массового скопления людей, в магазинах, побольше сидели дома.
К другим темам. Жильцы частного сектора на окружном шоссе 4 в Якутске месяц воюют с управой строительного округа. Вместо детской песочницы летом здесь появился мусорный контейнер, который постепенно превращается в свалку. Мухи, собаки и неприятный запах стали постоянными спутниками рядом живущих людей. На их мольбы перенести контейнер в другое место пока ответов не получено. В проблеме разбиралась Ульяна Шагина. Да, вот машину мы сказали, сейчас перенесем. Уже 4-й месяц жильцы ждут действий от управы строительного округа, которые только на словах обещают перенести ненавистный мусорный контейнер с самого видного места. Место под мусорку определили, не спросив у жильцов, она прямо у дороги, и теперь здесь разрастается свалка. Сюда привозят крупногабаритный мусор, скидывают все, не только у нас, кто здесь живет, но и проезжие мимо. Помимо этого здесь собаки постоянно бродят, растаскивают весь мусор. Крысы развелись. Летом вообще было невозможно жить. Столько мух прямо летали у нас на участке. Раньше здесь была песочница, играли дети. Железные трубы, бытовой и даже крупногабаритный мусор. По Санпину как минимум в 10 метрах от газового распределителя не должно быть ничего. Но здесь находится большой контейнер. Люди жаловались во все инстанции, но до сих пор не получили никакой реакции. Помимо этого находится электрощиток, который в 5 метрах от контейнера. Я прошу или перенести и санкционированную сделать помойку. То есть это оборудовать железобетоном и оградить. Свалку разводят сами жильцы, говорят работники. Людям лень доносить свои же пакеты до контейнера. Кидают рядом с ним, бывает и не выходя из машины. Есть и те, кто устроил свалку из крупногабарита за своим забором, прямо вдоль дороги. Пока специалисты ищут новое место под контейнер, территория постепенно заполняется мусором. Мы сейчас принимаем меры, либо ее перенести в связи с жалобами жильцов, либо, может быть, ее уберем. А есть место? Подыскиваем, потому что там, сказали, там есть место, сами жильцы, да? Чуть подальше? Да, чуть подальше, но там невозможно будет потом ее убирать. Убирает ее машина, КАМАЗ большая, и она там должен быть соответствующий обзор, чтобы он приехал, уехал, взял и, как говорится, уехал. А там еще и зеленая зона. Пока это единственный контейнер в этом районе, поэтому он так быстро заполняется. Чтобы данная проблема сдвинулась с мертвой точки, необходимо действовать сообща. Не только увеличить число контейнеров, но и самим жильцам более осознанно относиться к экологии собственного района. Кроме того, за обслуживание территории мусорки должны платить и соты. Сейчас управа подсчитывает их количество, которое намного сократилось. В этом районе многие переходят в ИЖС, при этом управу забывают об этом предупредить. Ульяна Шагина, Аджилус Мягентьев, Якутск. Всероссийская перепись населения переходит в активную фазу. Она 12-я по счету, но в первый раз проводится в электронном формате. В Нерюнгринском районе работают 22 переписных участка, из них в Нерюнгри 17. Продолжит Екатерина Павлова. Стандартный обход переписчика по адресам. С собой обязательно маска, жилет, бейдж с паспортом, сумка и планшет. В него заносятся ответы на вопросы. Всего их 33. Большая часть из них – социально-демографические характеристики. Остальные – данные о жилищных условиях. Вся информация записывается со слов граждан. Документов для подтверждения не требуется. Люди реагируют по-разному. Кто-то вообще двери не открывает, кто-то говорит, посылает детей, что нас дома нет. А в основном реагируют хорошо, то есть кто-то меня пропускает в квартиру. Это мое личное мнение. Я считаю, что это наш гражданский долг, потому что лично я не знаю, сколько человек проживает в нашем городе Нерюнгри. Поэтому, чтобы люди посерьезнее, поответственнее отнеслись к этому. В Нерюнгринском районе работает 128 переписчиков. Кроме того, в этом году в течение месяца перепись впервые проходит в цифровом формате. Для удобства и скорости современные технологии. Жители страны в любое время суток могут самостоятельно пересылать данные о себе и близких через портал госуслуг. Для одной семьи достаточно одной учетной записи. В целом по Нерюнгринскому району должно быть переписано около 70 тысяч человек. На сегодняшнюю дату переписчиками переписано порядка 5 тысяч человек. Наши переписчики ходят по адресам, проводят опрос. В случае, если лица, проживающие по адресу, прошли перепись уже на портале госуслуг самостоятельно, им необходимо будет предъявить QR-код и подтвердить количество проживающих.
Также пройти процедуру можно в стационарных переписных участках, в том числе в МФЦ. Кроме того, организованы мобильные бригады для сбора сведений у сотрудников крупных организаций района. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. В Алдане продолжается отборочный этап чемпионата WorldSkills Россия. В компетенции техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Знаниями и навыками мерятся 5 участников. 3 – студенты Алдатского политехникума и 2 – сотрудников промышленных предприятий. Соревнования будут проходить в течение 3 дней. Соперникам предстоит выполнить задания по 2 модулям, разобраться с механической частью двигателя и провести диагностику его систем. Победители отборочного тура представят Алдан на региональном этапе чемпионата WorldSkills Россия. А самого перспективного специалиста предстоит определить экспертные комиссии, состоящие из преподавателей и специалистов-практиков. Степень сложности у нас с каждым годом становится все сложнее и сложнее. В принципе, все участники пока справляются с заданиями, показывают довольно-таки неплохие результаты, как наши студенты, так и участники своего предприятия. Район на региональной арене в компетенции сварочные технологии представится одному из 3 студентов политехникума, тому, который выполнит задание наиболее профессионально. Сейчас ребята подготавливают детали, с которыми предстоит работать. В вытачивании небрежность неприемлема. Требуется определенная сноровка. Конкурсное задание включает 1 модуль, охватывающий разные виды сварки – ручную, полуавтоматическую и аргонную. Выполнять задание участники будут в течение 3 дней. Министерство и профессионализм будущих сварщиков оценивают эксперты, преподаватели техникума и специалисты предприятий района. А в результате должны получиться вот такие модули. Смотрел те задания прошлых лет, то есть думаю, что ребята с прошлых годов они справились, и в этом году тоже ребята справятся. Не считаю, что сложно, но для их возраста, конечно, нужно будет маленько приложить ума, подумать, как это сделать правильно и поточнее. Я уже не первый год участвую в соревнованиях, в Красноярске участвовал в соревнованиях, даже у меня был опыт во всероссийских соревнованиях, в Москве участвовал. Как бы это полезно, то есть люди между собой общаются, то есть обмениваются опытом. В выставочном зале Национального художественного музея стартовала персональная выставка художника-живописца Вячеслава Яроева. Он автор множества проектов, член Союза художников России. Персональная выставка включает более 60 произведений живописи, графики и архитектурных макетов, созданных с 2000 года. Картины художника отличаются яркостью и жанровым многообразием. В своих работах живописец выступает сторонником сохранения национальных традиций. Данная экспозиция впервые широко представляет творческую деятельность Вячеслава Васильевича. В экспозиции представлено более 60 произведений живописи, графики, архитектурных макетов, выполненных в разные годы. И мы ждем жителей и гостей столицы посетить данную выставку с 21 октября по 25 ноября в выставочном зале Национального художественного музея Республики Саха-Якутия. Сегодня вышел в прокат якутский художественный фильм «Ит». Напомним, режиссерами картины выступили Дмитрий Давыдов и Степан Бурнашов. Фильм состоит из 7 историй, где показана обычная деревенская жизнь. Сценарий был написан за 3 дня. Выбор названия «Ит» не определяет идею. Это решение с точки зрения маркетинга. В картине сыграли местные жители и опытные актеры. Сегодня состоялась пресс-конференция. Режиссер Дмитрий Давыдов вернулся с Варшавского международного кинофестиваля, где фильм удостоился 2 наград – спецприз жюри и диплом ассоциации «Нетпак». В декабре киноальманах «Ит» планирует выдвинуть на международный фестиваль стран Арктики «Arctic Open». Чтобы не было какой-то конкуренции, мы просто одну историю сделали, самую короткую притом историю сделали сообща, вместе, да? Как режиссера, а потом мы стали делиться. По Варшавскому кинофестивалю здесь стоит отметить то, что это класс А, это один из ведущих кинофестивалей мира, и мы попали в основной конкурс. Если у меня раньше были фестивали класса А, и Роттердам в прошлом году был, и Пусан, но мы тогда не выступали в основном главном конкурсе, а сейчас мы попали сейчас в главных ролях там были.
В Якутии через пару лет появится женская сборная по мини-футболу. Планируется, что она будет представлять республику на чемпионате России. Сейчас немногочисленные женские команды региона делают первые шаги на пути к российскому уровню. В Ленске девочек только собирают в команду, отдельной сборной нет. Девушки делят поле с парнями. Подробности в материале наших коллег. Отработка идеального паса и точных ударов по воротам соперника – часть разминки ленских футболистов. Умение владеть мячом и играть в команде привлекло к мини-футболу девочек. Софья Соловей в секции одна из первых. Пришла сюда летом. Поиграть на уличном поле предложили друзья-мальчишки. Потом приметил тренер. Нас позвал Владимир Александрович, и мы начали ходить, нам понравилось. Потом у нас были первые соревнования. Мы заняли 3-е место. Мы все лето тренировались. Началась осень. Начали тренироваться в зале. У нас были соревнования «Золотая осень». Мы заняли тут 2-е место. Сейчас девочки тренируются вместе с мальчиками. Футболисток в секции 5. В игровое время делятся поровну на 2 команды. Мужскую компанию девчонок приняли сразу. Иногда мы подавались, играли с ними вместе. Никто их не обижает, потому что тренер нас будет ругать. Мы им пасы даем, чтобы они чувствовали мяч в поле, все это такое. Недавно на соревнованиях они заняли 2-е место. Владимир Орлов всегда тренировал исключительно мальчиков. Опыт работы – 40 лет. Тренер знает, как вести себя с воспитанниками, где вовремя пожурить, где подбодрить, а где выступить в роли отца. А теперь ориентируется и на настроение девочек. Слезки были, но они быстро проходили. Мальчишки дольше отходят. Для них нету облегченных тренировок. Они занимаются наравне с мальчишками. У них лучше намного получается. И они чуть-чуть посильнее мальчишек. Женский мини-футбол – редкость для ленчан, но привычная практика в России. Есть сборные и в Якутии. 4 женские команды. Сборная Северо-Восточного федерального университета, сборная Ленёкского улуса, сборная Якутского медицинского колледжа, сборная Вилюйского района играет на республиканских турнирах. К 2024 году в регионе планируют создать женский мини-футбольный клуб. Он представит Якутию на чемпионате России. Дарья Боискорова, Валентина Фирстова, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край». Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Берегите себя, всего доброго и до свидания.